Я продолжаю писать карту дня на 9 августа. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас будут весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки. Если вашего знака нет среди названных, тогда вам нужна первая часть. Ссылочку я всегда оставляю под видео внизу в описании. А мы смотрим дальше. Весы. 9 августа, среда, события дня. Так, бежала карта. Весы, 9 августа. Смотрим. Может быть, будет дорога. Сейчас посмотрим, карты подтвердят или нет. Ну, выпадает первый будильник, показывает, что он точно куда-то надо будет на определенное время в этот день. Да, дорога выпадает, машина. Ну, у меня и карточка убежала, она тоже, если убегает, значит показывает, что поездка, возможно, будет незапланированная, да, неожиданная. Подарочек. Любовь. 2 сердца. Застолье. На застолье будет любимый человек ваш, да, то есть вместе будете. Возможно, познакомитесь на застолье, еще как вариант, если у вас, допустим, нет пока отношений. Рыба. Ну, опять же, рыба может показывать прям рыбу, да, какая-то вкусная рыба в этот день будет. Вы прям запомните. Ну, либо если проиграется прямое значение, да, то есть так, как ее автор закладывал это значение, то это всегда какая-то хитрость, обман. То есть когда вас пытаются заманить в сети. Поэтому надо быть осторожными, как предупреждение. Ну, иногда проигрывается это просто, да, вот рыбка. Хорошие новости. Так, и здесь нет. Значит, что мы видим? Мы видим, что у вас выпадает поездка в этот день на определенное время. То есть вам надо куда-то приехать к определенному времени или выехать в определенное время. Дальше подарки, застолье, гармоничные отношения в паре, хорошие новости. Да, то есть и вот из минуса это рыба. То есть у вас 2 предупреждения. Это следить за часами, за временем и постараться не попасть в чьи-то сети, в чью-то ловушку. Вот такая информация для вас, весы. Благодарю за внимание и перехожу я к скорпионам. Так, смотрим теперь скорпиончиков. Девятое августа. Скорпионы, среда. Корона, первое событие. Это общение с каким-то очень влиятельным человеком. Болезнь. Плохое самочувствие. Кстати, это может быть врач, например. Да, то есть ухудшилось самочувствие, обратились к врачу. Колебания, сомнения. Якорь. Ну, якорь обычно показывает, что мы где-то надолго зависаем, да, по якорю. Ну, судя по тому, что это уже вечер, скорее всего, дома проведете весь вечер.
Ножницы еще есть. Решится какой-то вопрос в этот день. Так, и здесь нет. Значит, смотрите, в этот день тема здоровья и медицины будет важна для вас. Да, то есть это лечение, посещение поликлиники, общение с докторами, ухудшение самочувствия может быть, начало заболевания, ну и так далее. Корона. Общение с представителем закона власти, колебания, сомнения, два варианта, надо будет выбирать из двух. Решение какого-то вопроса и по якорю остановка где-то надолго. Вот прям несколько часов в одном месте. Да, вот будете находиться в этот день. И это прям вот ощущение такого, знаете, груза, тяжести, да, вот когда тяжело по якорю идет. Да, то есть это как бы он тебя как бы держит, не дает тебе двигаться. Так что вот будут вот такие предупреждения для вас. Парочка тут есть, видите, сложный выбор, якорь и череп. Благодарю за внимание, скорпионы. Перехожу я к стрельцам. Так, смотрим стрельцы. Девятое августа. Среда, события дня, стрельцы. Так, деловая встреча. Первое событие. Чемодан нельзя. Тайное свидание. Это встреча, на которую вы идете в тайне, да, то есть и не говорите. Возможно, на вот эту встречу пойдете, никому не скажете. Удача. Пустые разговоры. Кстати, тут еще, смотрите, два варианта, да, то есть либо пустые разговоры, либо победа. Интересно как, да, то есть важно, что вы увидели первое, когда я взяла эту карту. Да, то есть вы увидели флаг или увидели колокольчик. Возможно, для кого-то эта встреча закончится пустыми разговорами, а для кого-то победой, флаг. Но я вот увидела колокольчик. Поэтому важно, что увидели вы. Может быть, для кого-то победа будет в этот день. Надежда. Видите, есть надежда. Надейтесь на хороший результат. Дорога. Поездка может быть. Событие, которое повторяется с вами постоянно, также будет. Ну, имеется в виду, есть какая-то цикличность. Получение. Возможно, вот вы там, допустим, каждый месяц в определенное время что-то получаете. Тоже вот два варианта. Либо якорь, да, либо неприятность. Но я первый увидела якорь. Если вы увидели расческу, тогда у вас проиграется неприятность. Может быть, неприятность в дороге. Но опять же, якорь это тоже своего рода неприятность, потому что якорь это когда нас что-то держит, да, то есть не дает нам двигаться. Да, то есть нам надо ехать, она что-то держит. Но иногда якорь проигрывается как прибытие, да, то есть дорога, а по якорю мы приезжаем и бросаем якорь в каком-то месте. То есть тут вариантов много, сложно сказать, как бы, что будет именно вот так. И ожидания. Нет, скорее всего, видите, скорее всего, якорь, ожидания показывает корабль на якоре, да, то есть движение медленное, движения нет. Хочется быстрее, но попали там в пробку, что-то с транспортом случилось, да, вот что-то, какие-то приключения могут быть. Так, значит, смотрим дальше. Слезы нельзя, казенный дом нельзя. И здесь нет. Смотрите, с какого события. Сколько получается? 5,
10 событий в один день. Но некоторые просто описывают в красках. Допустим, события будут 3 или 4, да, то есть, но одно описано 2-3, да, вот картинками. Значит, что точно будет? В этот день будет встреча. Возможно, встреча будет тайной. Могут быть пустые разговоры, надежда у вас в этот день, получение, удача, поездка, события, которые повторяются каждый месяц или через определенное количество дней, ожидание и остановка по якорю. Так что вот такой день у вас насыщенный событиями будет. Чего тут только у вас нет. Благодарю за внимание, стрельцы, и перехожу я дальше к козерожкам. Так, козероги смотрим. Девятое августа. 9 августа. Козероги, среда. События дня. Сразу же чемодан, разлука. Удача. Подкова. Тайная встреча. Ключ. Все в ваших руках. Так, смотрим, что здесь. Деловая встреча еще есть. Ссору нельзя. И здесь нет, значит, смотрите, что я у вас нашла. Деловую встречу, временную разлуку, расставание с кем-то, удача, тайная встреча и ключ, открытые двери возможности. То есть для вас нет никаких преград в этот день. Вот все, что вы захотите, задумайте, все будет удаваться и получаться. Так что, вот, ну, в принципе, удача тут есть. То есть удача и ключ – это такое очень классное сочетание. То есть когда вот все, вы как маг, да, с волшебной палочкой. Все, что захотите, все получите. Ну, вот такая информация для вас, козерожки, на среду. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к водолеям. Смотрим водолеи. Водолеи, 9 августа. События дня. Удача. Будильник. Предупреждение о том, что вы можете опаздывать в этот день, или вам может быть назначена какая-то встреча на определенное время. Верность. Выбор.
Посещение госучреждения. Вот, возможно, как раз, да, надо будет в госучреждение на определенное время. Ожидание. Новость нельзя. Проверяем горизонталь, вертикаль. Горизонталь, вертикаль я не вижу совпадений. Получается, у вас в этот день удача на вашей стороне. Дальше куда-то надо будет на определенное время. Сложный выбор. Посещение госучреждения, ожидание. Да, возможно, вот назначено на определенное время в госучреждение. Но карта показывает, что вы можете ждать. Наоборот, не спешить, а будете ждать. Придете и придется подождать. И гармоничные отношения в паре в этот день. Либо какое-то событие еще в паре может показывать лебедь. Так что вот такая информация для вас. Благодарю за внимание, водолеи. И перехожу я дальше к рыбкам. Остались рыбки. Будем сейчас смотреть. Августа. События дня. Рыбки. Среда. Змея. Змея — это завистники, либо люди, у которых длинный злой язык. Возможно, вот смотрите, общение с друзьями. Может быть, какая-то подружка будет вести себя как змея. Получение. Якорь. Остановка. Новость. Пустые разговоры. Подарочек. Обман нельзя. 2 карты зафиксированы. Так, и здесь нет. Получается, у вас в этот день общение со змеей, то есть человеком, да, который попытается вас ужалить, съязвить, укусить, да, то есть сделать какое-то вот что-то неприятное вам. Общение с друзьями, друзья, подружки, подарки, пустые разговоры, болтовня, получение документа, справки, новость. И по якорю, возможно, вот где-то вы надолго задержитесь в этот день, то есть проведете несколько часов, возможно, вот, не знаю, с друзьями, за общением, возможно, еще где-то. Якорь всегда показывает, что у нас что-то держит, какое-то событие, несколько часов в одном месте. Так что вот так, рыбки. В принципе, ничего плохого, ну, кроме, да, вот якоря и змеи здесь особо-то и нет. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.